Здравствуйте, в студии Надежда Саханская. Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Ежедневно в регионе фиксируются десятки новых случаев заболевания COVID-19. Течение болезни может быть как в легкой, так и в тяжелой форме. Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления каждого пациента. После выздоровления всем переболевшим необходимо пройти реабилитационный курс лечения. Поговорим о реабилитации перенесших COVID-19 с гостьей студии Туярой Ощепковой, заведующей отделением медицинской реабилитации пациентов. Туяра Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, что вообще собой представляет медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции? Проблема новой коронавирусной инфекции остается главной темой мировой повестки. Как вы знаете, разгоревшаяся в конце 2019 года в Китае эпидемия новой коронавирусной инфекции стала всемирной пандемией, которая уже продолжается в течение 2 лет. Она в течение этого времени унесла сотни тысяч жизней людей, а миллионы столкнулись с трудностями восстановления после этой коварной вирусной инфекции. В 2021 году ключевым направлением здравоохранения стала медицинская реабилитация таких пациентов. И поэтому Министерством здравоохранения Российской Федерации были разработаны методические рекомендации по реабилитации пациентов после перенесенной новой коронавирусной инфекции и организованы отделения медицинской реабилитации. В целом медицинская реабилитация представляет собой комплекс медицинских и психологического характера, направленных на полное или частичное восстановление функций органа или системы организма с помощью лечебной физкультуры, физиотерапевтических процедур, с помощью лечебного массажа, с помощью медицинского психолога, логопеда и при необходимости лекарственной терапии. Медицинская реабилитация проводится в 3 этапа. Первый этап начинается с палаты интенсивной терапии, с инфекционного отделения или с терапевтического отделения, где проходит лечение пациента с новой коронавирусной инфекцией. Второй этап проводится в отделениях медицинской реабилитации с соматическими заболеваниями. И третий этап проводится амбулаторно в поликлиниках или в дневном стационаре. В нашем отделении медицинской реабилитации с соматическими заболеваниями лечебно-реабилитационного центра Республиканской клинической больницы номер 3 проводится второй этап медицинской реабилитации для пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. А также в нашей больнице имеется отделение амбулаторной медицинской реабилитации, где проходит третий этап медицинской реабилитации. Тогда давайте поговорим про работу вашего отделения. С какого времени вообще началось взаимодействие с пациентами, которые перенесли коронавирусную инфекцию? Лечебно-реабилитационный центр Республиканской клинической больницы номер 3 во главе с главным врачом Татариновой Ольгой Викторовной и заведующим центром Дмитриевой Натальей Гавриловной принимал активное участие в лечении пациентов с COVID-19. В период роста заболеваемости центр был перепрофилирован в инфекционное отделение и накопил достаточный практический опыт по ведению лечения больных с коронавирусной инфекцией. И с 3 февраля 2021 года в исполнении приказа больницы о восстановлении деятельности лечебно-реабилитационного центра отделение медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями начал принимать пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в средне-тяжелой и тяжелой формах. Отделение рассчитано на 30 коек. 15 коек предназначены для пациентов после COVID-19, 10 коек кардиологических, куда направляются пациенты с ишемической болезнью сердца после реваскуляризации миокарда и после других операций на сердце. Это имплантация ЭКС, РЧА, и имеется 5 терапевтических коек. Скажите, как пациенты вообще попадают на реабилитацию после новой коронавирусной инфекции? Пациенты направляются участковыми терапевтами с поликлиник города или пригородов, центральных областных больниц после предварительной консультации по телефону посредством защищенных сетей VIPNet, например, или после телемедицинской консультации. Они поступают, предварительно обследовавшись на COVID-19, при отрицательном результате ПЦР и соответствующих титров антител по ИФА. Туяра Петровна, какие критерии имеются для госпитализации пациентов после COVID-19? Основные критерии, конечно, это наличие, самое главное, реабилитационного потенциала. Реабилитационный потенциал – это уровень максимально возможного восстановления организма.
человека способности к самообслуживанию и, конечно же, наличие подтвержденного диагноза COVID-19, отсутствие лихорадки, отсутствие острых воспалительных заболеваний, стабильные показатели по электрокардиограмме, отсутствие отрицательной динамики, подтвержденной инструментальными методами диагностики по КТ или по рентгену органов грудной клетки, и оценка по шкале реабилитационной маршрутизации 3, 4, 5 баллов. Шкала реабилитационной маршрутизации – это оценочная шкала, которую проводит врач-реабилитолог для определения индивидуальной маршрутизации пациента на определенный этап медицинской реабилитации. Если врач-реабилитолог пациенту ставит 0,1 балл, то пациент не нуждается в медицинской реабилитации. 2-3 балла нуждается в амбулаторной реабилитации. И 4, 5, 6 баллов – это медицинская реабилитация в стационарных условиях. Какие симптомы и последствия бывают после перенесенной новой коронавирусной инфекции? Коронавирусная инфекция влияет на многие органы и системы организма. Такое однозначное, патологическое состояние, которое возникает после коронавирусной инфекции, которое сопровождается различной симптоматикой, называется постковидным синдромом. Четкой и клинической картины постковидного синдрома нету, так как у разных людей симптомы могут варьировать в широких пределах. Все знаем, что вирус поражает в основном дыхательную систему, и, соответственно, у пациентов почти у всех будут симптомы, жалобы со стороны дыхательной системы. Это одышка в покое, при физической нагрузке, кашель, чувство нехватки воздуха, боли в грудной клетке, снижение сатурации, явление дыхательной недостаточности. А также поражается сердечно-сосудистая система, которая сопровождается учащенным сердцебиением, болями в сердце, перебоями в работе сердца, колебаниями цифр давления, сопровождается гипертоническими кризами или, наоборот, приступами гипотензии, может быть. Почти у всех пациентов наблюдается общая слабость, быстрая утомляемость. Многие пациенты буквально не могут встать с постели, ходить по комнате, обслуживать себя. Также есть снижение памяти, внимания, головные боли, головокружение, депрессивные состояния очень часто бывают после перенесенной коронавирусной инфекции. Часто видим поражение органов желудочно-кишечного тракта. Это боли в животе, диарея, отсутствие аппетита, похудание. И другие симптомы, например, суставные боли, мышечные боли, выпадение волос, отсутствие обоняния. Такие симптомы могут быть. А в целом, как проводится реабилитация и какие процедуры она в себя включает? При поступлении пациента, самое главное, проводим определение реабилитационного статуса, начиная с приемного покоя. В приемном покое измеряются антропометрические данные, рост, вес, индекс массы, кистевую динамометрию проводим. Для оценки переносимости гипоксии проводим пробы Генчи штанги. Для оценки переносимости физической нагрузки проводим тест 6-минутной ходьбы. Далее пациента смотрит мультидисциплинарная реабилитационная команда, которая впервые появилась в нашем отделении. Она является структурно-функциональной единицей больницы, включает таких специалистов, как врач по физической реабилитационной медицине, специалист по эргореабилитации, специалист по физической реабилитации, медицинский психолог, медицинский логопед, медицинская сестра по физической реабилитации и палатная медицинская сестра. И все члены мультидисциплинарной реабилитационной команды принимают пациента, определяют реабилитационный потенциал, ставят реабилитационный диагноз, цели, задачи реабилитации и определяют, формируют индивидуальный план медицинской реабилитации. Согласно этому плану пациенту проводятся реабилитационные мероприятия, которые включают лечебную физкультуру, она может быть групповой, индивидуальной, дыхательную гимнастику, физиотерапевтические процедуры, которые может включать магнитотерапию, лазеротерапию, светотерапию, назначение лекарственных ингаляций с лекарственными препаратами, назначение электрофореза. Также включает реабилитационные мероприятия, включают лечебный массаж, лечение у медицинского психолога и при необходимости может включать лекарственную терапию.
А если в целом говорить о пациентах, у которых есть постковидный синдром, можно ли поставить какой-то прогноз, что с ними будет в дальнейшем? Долгосрочные последствия новой коронавирусной инфекции, они точно неизвестны. Постковидный синдром, он может протекать волнообразно и затянуться на многие месяцы. Если пациент проходит вовремя медицинскую реабилитацию, то постковидный синдром в течение полугода постепенно регрессирует и полностью исчезает. Но, к сожалению, у многих пациентов могут развиться полиорганные нарушения и развиться осложнения, такие как, например, тромбозы, инфаркты миокарда, инсульты, затяжные депрессивные состояния, полинейропатии. Вот такие. Вера Петровна, а вот после выписки из инфекционного отделения куда должны обращаться пациенты, чтобы пройти реабилитацию? Потому что об этапах самой реабилитации мы с вами уже поговорили. После выписки с инфекционного отделения или после перенесенной новой коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях пациент соблюдает двухнедельную самоизоляцию. Дальше обращается к участковому терапевту, и после определения показаний к медицинской реабилитации и противопоказаний, для оценки противопоказаний медицинской реабилитации пациент направляется на этапы медицинской реабилитации. Это может быть амбулаторный этап медицинской реабилитации или стационарный этап. Ну, если пациенту показан второй этап медицинской реабилитации, то участковые терапевты по телефону после предварительной консультации записывают нам пациента на реабилитацию. Скажите, а сколько всего вообще нужно времени, чтобы пациент вернулся в привычный режим жизни после того, как он перенес коронавирусную инфекцию? Но в зависимости от тяжести поражения новой коронавирусной инфекции, это может быть, некоторые могут в течение нескольких месяцев восстановиться, некоторые пациенты могут быть в течение года восстановиться, и даже может понадобиться несколько лет. А так нам пациенты в основном поступают по шкале реабилитационной маршрутизации 4,5 баллов. Некоторые пациенты могут быть еще на кислородотерапии, и с помощью медицинской реабилитации они отлучаются от кислородотерапии, начинают ходить, выполнять повседневную физическую нагрузку. Благодарю вас, Яра Петровна, за то, что стали гостьей нашей сегодняшней программы. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.